Здравствуйте, меня зовут Авдюнин Николай Владимирович, я являюсь учителем образовательной робототехники. В этой специальности я работаю уже 10 лет, и за это время я подготовил большое количество различных команд, которые принимали участие и завоевывали места на различных олимпиадах и конкурсах по робототехнике. Я также являюсь тренером сборной Казахстана именно по проектной робототехнике и также являюсь судьей. За 10 лет я накопил достаточно большой опыт в подготовке команд по робототехнике, и сегодня я хотел бы с вами поделиться этой информацией. Но для начала давайте рассмотрим такой вопрос. Почему же именно робототехника? Сегодня, как вы знаете, в мире активно развивается большое количество самых разных направлений высоких технологий, но среди них наиболее ярким это все-таки является робототехника. Почему? Давайте посмотрим на мир вокруг нас, и даже давайте заглянем, что у нас в кармане. А у нас в кармане находится смартфон. А что такое смартфон? Помимо того, что это электронное устройство, все смартфоны сейчас снабжены системами с искусственным интеллектом. Это как самый популярный сейчас TikTok, наверное, все знают, что это такое, YouTube, социальные сети. В этих устройствах везде используются нейронные сети. А нейронные сети – это как раз-таки составная часть робототехники. Почти что все современные технологии так или иначе основываются или связаны с робототехникой. Возьмите хотя бы сегодняшний тренд – это электрокары с беспилотным управлением, это удаленная работа, это распознавание лица, распознавание температуры, которое сейчас активно применяется во многих общественных заведениях. Это, так скажем, активно развивающиеся частные высокотехнологичные компании, такие, допустим, как компания SpaceX. Во всех этих областях профилирующую роль играет именно робототехника, потому что она связывает как программирование, как электронную часть, как системы коммуникации, как искусственный интеллект и еще много других современных отдельных технологий. То есть все это связывается через робототехнику. Именно поэтому необходимо ее изучать. Давайте не будем останавливаться только на сегодняшнем дне, а посмотрим в будущее, так как мы с вами, ребята, еще учимся в школе, и, соответственно, мы должны смотреть в будущее, что же будет в будущем. Конечно, тоже не секрет, это предсказывают все футурологи, что доля робототехнических систем в современных производствах с каждым годом будет все увеличиваться и увеличиваться. То есть через несколько лет многие специальности уже уйдут в прошлое, и они будут заменены роботами. И, конечно же, не секрет, что из этого вытекает, что в будущем конкуренция на рынке труда очень сильно увеличится. И в плюсе будут именно те специалисты, которые с технологиями, с высокими технологиями будут на «ты». То есть, опять же, здесь у нас профилирующим будет именно робототехника. Имеется в виду именно составная часть – это искусственный интеллект, так как тенденция идет к тому, что многие системы перейдут именно на управление под основой искусственного интеллекта. Из всего этого вытекает очень большая необходимость разбираться в современных технологиях, а еще лучше их создавать. На что и нацелены наши уроки, чтобы вы, ребята, в будущем смогли создавать различные робототехнические системы. Давайте же рассмотрим немножко специфику робототехники. Дело в том, что робототехника – это такой уникальный предмет, который объединяет в себе много различных предметов. Очень важный фактор, как раз-таки относящийся, ребята, к вам. Дело в том, что учась в школе, большинство учеников еще до конца не знает, кем они будут в будущем, то есть какая область технологии, производства, может быть, медицины им более близка по душе. То есть они не знают, чем они будут заниматься. Конечно, многие с этим определились, но большая часть все-таки не определилась с этим. И здесь как раз-таки робототехника очень хорошо подойдет как профориентационная составляющая именно обучения в школе. Почему? Потому что робототехника объединяет в себе кусочки самых разных областей науки и техники. Это и биология, и медицина, и физика, математика, геометрия, география и даже лингвистика. То есть это все потихоньку входит. Занимаясь на уроках робототехники, разрабатывая различные проекты, вы будете со всем этим сталкиваться, и вы постепенно придете к тому, что вам лучше всего, что вам более интересно, что вам лучше по душе, то есть какая область для вас больше всего подходит.
И постепенно к окончанию школы вы уже определитесь, куда вы захотите поступать. То есть именно вот такая вот основа робототехники, как интеграция больших или маленьких составных частей разных предметов именно через практическую работу и является такой исключительной важной особенностью робототехники. А что же вам даст робототехника, если вы начнете заниматься ею? Ну, конечно, она вам дать может очень много. Это и логическое мышление, это умение программировать на разных языках программирования. Вы познакомитесь, что такое нейронные сети, и даже научитесь их создавать самостоятельно. Вы также получите некоторое представление об инженерном мышлении. Узнаете, что такое радиоэлектроника, что такое электричество, то есть научитесь работать с радиоэлектронными компонентами. Вы узнаете, какие бывают механизмы, и сами научитесь создавать различные механические машины, которые являются частью роботов. Также вы обязательно познакомитесь с 3D-моделированием и с 3D-печатью. Ну и еще, помимо всего этого, как дополнительно, вы научитесь работать в различных других программах. Это как программы дизайна, векторной графики, разработки мобильных приложений, разработки сайтов, ну и многое-многое другое. То есть, видите, робототехника дает целый набор самых различных знаний, умений и навыков, которые, соответственно, пригодятся вам в будущем. То есть, так как мы уже сказали, что в будущем именно специалисты, которые будут работать с высокими технологиями, будут наиболее успешны на рынке труда. Если же говорить об олимпиадной робототехнике, ее можно разделить на два направления. Это соревновательная робототехника, где у вас есть определенное задание, и вам нужно выполнить какое-то определенное действие, чтобы робот выполнил это задание. И, конечно же, проектная робототехника, где вам нужно просто придумать какой-то проект, его разработать и презентовать. Мы с вами будем рассматривать именно проектную робототехнику, потому что она дает наиболее большой объем получаемых различных знаний, умений и навыков. То есть именно через проекты вы познакомитесь с различными областями современной науки и техники, и постепенно вы придете к тому, что у вас лучше всего получается или что вам наиболее интересно. Ну и тут возникает самый важный и сложный вопрос при разработке проектов. Это как же подобрать тему для проекта? Потому что от темы проекта зависит все остальное, вся остальная ваша работа. Но сначала, прежде чем говорить о теме проекта, я считаю, что нужно рассмотреть более такой ранний вопрос, где вы можете принять участие, то есть в какой олимпиаде или конкурсе вы можете принять участие, потому что различные мероприятия имеют определенное направление выбора тем. Допустим, есть такая олимпиада, как ВРО, где у вас каждый год определенная тематика, и вы не можете туда подать проект с какой-то другой темой. Поэтому, конечно же, сначала нужно вам посмотреть на сайтах, какие есть мероприятия и в каких мероприятиях вы сможете принять участие. Потому что есть олимпиады или конкурсы, где есть определенные условия участия. То есть нужно куда-то обязательно поехать или нужно подать, там, допустим, заявку за год и так далее. То есть какие-то такие нюансы. Давайте немножко рассмотрим эти олимпиады. Как я уже сказал, ВРО, то есть World Robot Olympiad, Международная олимпиада роботов. Здесь каждый год определенная тема для развития и разработки проектов. Поэтому нужно предварительно уточнить, какая тема проекта, а потом уже выбирать эту тему. Также мы можем рассмотреть такие мероприятия, как CazRobotics, Infomatrix, RoboLand, Zerde, NorInTech. Это такие олимпиады, где, в принципе, каждый год тема одинаковая. Сюда подходят темы, которые помогут развиться Казахстану в различных областях. То есть в социальной, в экономической, в политической, то есть в плане экологии. То есть любые проекты, которые могут улучшить и помочь развитию Казахстана. Также такое направление, как ДАРЫН, проводится ежегодно. Во всех школах идет отбор. Сюда тоже можно представить самые разные проекты в различных областях. Но кроме этого есть и много других мероприятий, где проводятся тоже конкурсы. Ну и, конечно же, нужно предварительно уточнить, какая тема мероприятия. Также я немножечко хотел рассказать о олимпиадах, которые проводятся за границей, куда вы можете проехать. Ну, конечно же, если вы победите на казахстанских этапах и отборочных соревнованиях. Это, к примеру, такие олимпиады, как Кастик. Она проводится в Китае. Это Олимпиада Созвездия, проводится в России. Technovation, Intel ICEF. Ну и также наиболее
распространенная и известная, наверное, олимпиада — это World Robot Olympiad. То есть она каждый год проводится в разных странах, где вы тоже можете принять участие. Ну, конечно, как я уже сказал, сначала нужно победить в Казахстане. Это обязательные условия. Так вот, ребята, когда мы определились с олимпиадой, теперь настало время подготовиться к этой олимпиаде. И, как я уже говорил, самый важный вопрос — это выбор темы. Как же выбрать тему, которая вас приведет к победе? Вопрос, конечно, сложный. Но здесь тоже можно найти оптимальное решение. Для начала давайте рассмотрим критерии, которым должна отвечать выбранная вами тема. То есть эти критерии обязательно приведут вас к успеху. А если тема не отвечает этим критериям, то, скорее всего, наверное, вам победить не удастся. Ну, хотя это тоже неоднозначно. То есть все зависит от того, как вы поработаете. Итак, первый критерий. Проект обязательно должен быть практическим и роботизированным. Что это значит? Это значит, что вы придумали какую-то тему, у вас есть проблема, и вы должны обязательно построить какую-то физическую модель, устройство, прототип, которое будет решать эту проблему. То есть вам нужно построить робота. И обязательно, чтобы эта модель была роботизирована. То есть это чтобы был не просто каркас, который визуально что-то представляет, а чтобы эта модель практически выполняла какие-либо действия. Желательно, чем более качественно и более приближенно к реальным условиям модель будет выполнять действия, тем лучше. Здесь, конечно же, нужно будет хорошо поработать, нужно будет подобрать определенные технологии разработки проектов, о чем мы поговорим с вами в следующих уроках. Следующий критерий. Проект должен быть актуален на сегодняшний момент развития науки и техники. Что это значит? Это значит, что нужно при разработке проекта подбирать такие технологии, которые являются на сегодняшний день самыми актуальными. Ну вот простой пример. Вам нужно построить автомобиль. Что лучше взять? Двигатель на электрической тяге или паровой двигатель? Конечно же, двигатель на электрической тяге, потому что паровые двигатели давно устарели. А двигатели на электрической тяге являются на сегодняшний день самыми актуальными, потому что они являются самыми экологически чистыми и экономными. И так со всеми другими технологиями. То есть вы должны брать самые современные технологии, которые только доступны на сегодняшний день. Это такой очень важный критерий к проекту, потому что он будет влиять на технологичность вашего проекта. Это то, на что в первую очередь смотрят судьи, то есть насколько ваш проект технологичный. Насколько вы умеете внедрять новые технологии, то насколько вы умеете обучаться новым технологиям. Это очень важный показатель. Здесь, конечно же, лучше применять самые последние технологии. Это такие, как, допустим, искусственный интеллект. Самая актуальная на сегодняшний день вещь, широко применяется во всех областях. И в вашем проекте, если вы ее примените, это определенно вас приведет к успеху. Также такие технологии, допустим, как технологии 3D-печати, технологии дополненной реальности. То есть это тоже такие будут ноу-хау вашего проекта, которые позволят вам успешно выступить. То есть это будет такая изюминка проекта. То есть, как говорится, при оценке проектов эффект вау. То есть, чтобы судья подошел, посмотрел и сказал: вот это да, ничего себе, как молодцы ребята, хорошо сделали. Следующий критерий. Проект должен быть полезным для развития экономической или социальной сферы на данный момент в вашем регионе или в целом в мире. Ну, конечно же, не только экономической или социальной, а полезен для какой-либо определенной сферы или для многих сфер. То есть, если сказать более конкретнее, то есть ваш проект должен быть актуальным на сегодняшний день для человечества. Он должен решать очень важные проблемы, очень важные вопросы, или же производить исследования в каких-то ранее неизвестных областях, но эти исследования должны быть полезны для человечества. То есть они должны дать нам какую-то новую информацию, чтобы в будущем мы смогли усовершенствовать какие-то технологии. То есть актуальность проекта – это тоже один из важнейших критериев успешности вашего проекта. Если вы возьмете какую-то тему, которая уже давно изучена, по ней сделано много самых разных проектов, ну, то, конечно же, актуальность будет не очень высокая, и, возможно, вы к успеху не придете. То есть всегда думайте об актуальности. Чем выше актуальность, тем лучше. Следующий критерий, четвертый критерий, это применение смежных перекрестных областей разных наук. То есть что это значит? Это значит, что чем больше вы в вашем проекте примените разных технологий, методов производства,
разных элементов из разных наук, тем лучше. К примеру, вы создаете какой-то проект. Допустим, это машина, которая собирает мусор. То есть вы придумали этот проект, разработали машину, она ездит по полу и собирает мусор. Ну, отлично. Но это еще не гарантирует, что вы добьетесь успеха, потому что такие проекты тоже уже есть. Вы должны в вашем проекте собрать как можно больше смежных областей. К примеру, разработайте сайт, на котором будет отслеживаться статистика работы вашего устройства. Разработайте мобильное приложение, чтобы можно было удаленно управлять вашим устройством. Разработайте, допустим, систему виртуальной реальности, чтобы можно было удаленно подключиться к вашему устройству и с помощью системы виртуальной реальности, допустим, самостоятельно провести какие-то дополнительные действия. Придумайте какую-нибудь рекламную акцию под ваш проект, разработайте какие-нибудь дополнительные визуальные элементы, допустим, постеры или баннеры, чтобы прорекламировать ваш проект. То есть, ребята, видите, применяя различные области, в данном случае это было веб-дизайн, веб-моделирование, разработка мобильных приложений, маркетинг, тем самым ваш проект, он станет намного лучше и более конкурентоспособным. Конечно, это будет сделать намного сложнее, но зато это однозначно вас приведет к успеху, и вы сможете победить на каком-либо конкурсе. Ну и еще один последний критерий, который является очень важным для проекта, это апробация проекта. Ну, на самом деле этот критерий не является прям обязательным, потому что у учеников на самом деле не всегда есть возможность провести апробацию проекта. Ну, конечно, если такая возможность есть, лучше это сделать. То есть, что значит апробация? Это попробовать внедрить ваш проект в реальную практическую среду, для которой он разработан. Создать какую-то тестовую группу, допустим, из ваших одноклассников, которые смогут опробовать этот проект на себе. Или же договориться с какими-то сторонними организациями, чтобы этот проект, допустим, где-то тоже испытать. Или провести какие-то эксперименты самостоятельно, допустим, если у вас проект направлен на улучшение экологии, к примеру, поехать в место, где есть проблемы с экологией, и там попробовать решить с помощью вашего проекта эту проблему. Потом все результаты экспериментов записать, систематизировать, сделать отчет, и этот отчет тоже представить судьям. И это будет отличное дополнение к вашему проекту. Итак, ребята, вот такие критерии к проекту мы рассмотрели. По-прежнему остается вопрос, как же найти идею для вашего проекта? То есть, где взять идею, чтобы ваш проект был самым таким актуальным, хорошим? Для того, чтобы выбрать идею, здесь нет какого-то четкого плана действий, то есть вы сделаете это, и у вас получится идея. На самом деле, идея приходит постепенно, но чтобы она появилась, вам нужно, так скажем, быть на пульсе развития современной науки и техники. Необходимо постоянно отслеживать, что происходит сегодня с развитием науки и техники, какие есть проблемные области, как они решаются, какие есть нерешенные экологические или какие-то другие проблемы в вашем регионе и также в вашем мире. То есть, что происходит в мире на сегодняшний день. Чтобы оставаться на пульсе всех этих вопросов, конечно же, нужно брать информацию в интернете. А где же ее можно брать? Ну, интернет – это такой инструмент, который дает огромное количество самой разной информации. Ну, конечно, правда, она не особо систематизирована, но все равно. Здесь хороший инструмент является YouTube, а именно образовательные каналы на YouTube. Их очень много по самым разным областям. Ну, вот, к примеру, такие как каналы, посвященные космосу, допустим, это Space Rooms, Альфа Центавра или Космос Просто. То есть каналы, которые посвящены именно роботам. Допустим, есть отличный канал про роботов. Различные каналы, которые посвящены физике, экологии, экономике и другие. Это, допустим, как Сайван, канал Илон Маск и другие. То есть на этих каналах вам дается информация по самым разным областям науки и техники. То есть от роботов, от искусственного интеллекта до микрочипов, до проблем в экологии, до микроорганизмов и даже до далеких-далеких галактик. То есть большое количество самой разной информации. То есть вы можете регулярно посмотреть эти каналы. Во-первых, это расширит ваш кругозор. Вы будете знать много новой информации, которая также будет вам полезна на обычных уроках. А второе, это вы будете постепенно из этого потока информации вычленять какие-то особые проблемные зоны, где на самом деле нет на сегодняшний день каких-либо решений. И постепенно из этого у вас появится идея для решения какой-то определенной проблемы, то есть той проблемы, которая еще не была никак решена. Вот, просматривая вот эти вот все каналы, ну, конечно же, не только каналы, а в целом и читая различные
научно-популярные журналы, читая журналы в интернете, то есть слушая различные программы по телевизору, постепенно вы придете к осознанию какой-то определенной проблематики, которая очень важна, и вот эта проблематика и может стать проектом, над которым вы будете работать. Когда вы определились с темой, необходимо провести исследование этой темы. Как проводится исследование? Ну, конечно же, здесь мы тоже работаем исключительно с интернетом. То есть мы находим в интернете информацию, и эта информация даст нам полное представление о данном проекте. Когда мы говорим, что мы разрабатываем какой-то проект, конечно же, мы на самом деле решаем какую-то определенную проблему. То есть проект нацелен на решение какой-то проблемы. Поэтому давайте рассмотрим, как нужно провести исследование какой-либо проблемы. Самое главное – это, конечно же, актуальность этой проблемы. Необходимо в интернете найти информацию по данной проблематике. Насколько она на сегодняшний день серьезная для какой-либо определенной области развития человеческой деятельности или в целом для всех областей человеческой деятельности. Влияет ли эта проблема на ситуацию в нашем регионе или же влияет на всю планету эта проблема? То есть, чем серьезнее проблема, тем, соответственно, выше актуальность этой проблемы. Второе – это полезность. Не все проекты могут решать какую-то определенную проблему. То есть, многие проекты, они нацелены именно на исследование чего-то нового. Допустим, мы исследуем планеты Солнечной системы. Допустим, мы исследуем Марс. Конечно же, это не является какой-то проблемой именно для развития человечества на Земле. Это исключительно исследовательский проект, но он в будущем даст нам много новых знаний о том, допустим, как образовалась Солнечная система и какие, допустим, могут быть угрозы, которые привели на те или иные факторы, допустим, на самом Марсе, то есть как Солнечная система и процесс ее образования влияла на Марс. И в дальнейшем эти знания нам помогут в развитии, допустим, систем космической безопасности для планеты Земля. Ну, это так, как один из вариантов примера. То есть у нас критерий полезность. Он говорит о том, насколько проект будет полезен для развития науки и техники на Земле в будущем. Вы можете провести исследования, допустим, подводного мира или далеких космических галактик, или чего-то совершенно нового, необычного, но здесь важно вам понять, насколько эти исследования будут полезны. И чем больше их будет полезность, тем, конечно же, лучше для вашего проекта. Проведя вот этот анализ, если вы узнали, что ваш проект не является актуальным, то есть данная проблематика оказалась, что уже решена, то, возможно, вам стоит задуматься над выбором новой темы. Если же актуальность и полезность проекта очень высокая, тогда следующий этап исследования, третий. Вам нужно найти информацию о том, что уже было сделано в этой области другими людьми. То есть как эта проблема решалась другими или решается. Или, допустим, же про исследования. Какие уже исследования проводились в этой области. Для чего это нужно? Во-первых, это необходимо для вашего дальнейшего исследования. То есть вы вот эту информацию должны будете найти, систематизировать и сохранить, чтобы это вставить в отчет о вашем проекте. Во-вторых, эта информация вам позволит пойти по правильному пути при разработке проекта. То есть желательно вам не повторять за другими. Допустим, если есть какая-то проблема, ее решили вот таким способом, то желательно вам попробовать найти какой-то другой способ, который, возможно, улучшит это решение, возможно, сэкономит финансовые затраты на это решение. То есть вы найдете тот путь, по которому еще никто не шел, и вам нужно будет по этому пути пойти и прийти к более успешному решению. Ну, конечно, если такое решение возможно. Также поиск информации о том, что уже было сделано по этому проекту, даст вам понимание о том, какие технологии лучше всего применить для решения этой проблемы. То есть вы можете посмотреть, как эти проекты делали другие, и подчеркнуть оттуда какие-то идеи, какие технологии они использовали, и самостоятельно тоже применить эти технологии для разработки собственного проекта. И следующий этап, четвертый, это уже непосредственно разработка самого проекта. Какая тема проекта лучше всего? Здесь, конечно же, однозначно ответить нельзя, потому что многие проекты будут успешны, если их сделать хорошо, и много различных областей, где есть много нерешенных проблем. Но давайте определим, так скажем, наиболее такие важные области,
где стоит подумать над разработкой проектов. Это такие области, как социальная сфера. То есть у нас в мире много есть слоев населения, социально незащищенных, где много разных проблем. И если ваш проект будет решать какую-то из этих проблем, это будет очень хорошо в целом для всего человечества. Также проблемы, связанные с экологией, защитой экологии, с альтернативными источниками энергии, с системами, уменьшающими потребление энергии. То есть это тоже такие актуальные проекты. Также проекты, связанные с безопасностью. На сегодняшний день это очень такая серьезная проблема. Безопасность, как, допустим, в учебных заведениях, так и в целом в городской среде. Проекты, связанные с развитием новых технологий, то есть проекты исследовательские, которые будут помогать находить какие-то новые материалы, новые методы разработки чего-либо. То есть исследовательские проекты в высоких технологиях. Это тоже очень актуальные проекты. Но, так можно сказать, таким связующим звеном всего этого можно назвать именно искусственный интеллект. То есть, если вы будете применять во всех этих проектах, во всех этих областях именно искусственный интеллект, это в целом позволит вам создать более успешный, более конкурентоспособный проект, который, возможно, позволит вам победить. То есть, как вы видите, областей, где можно искать вдохновение для разработки проекта, очень много. Во всех этих областях можно будет применить искусственный интеллект как такую главную вещь, которая будет придавать особенность вашему проекту. Теперь вы знаете, как провести исследование проекта, как выбрать тематику. Вы знаете, что сначала нужно узнать о том, какие мероприятия есть в вашем регионе, где вы можете принять участие. Ну что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравилось. В дальнейшем мы рассмотрим такие важные вопросы, как писать исследования, как разрабатывать проект и как подобрать самые современные технологии, чтобы сделать успешную работу.